Алкоголь, никотин и наркотики – три врага, которые разрушают общество. Сегодня они в масках, которые скрывают их истинные лица. В миниатюре школьников каждая из зависимостей рассказывает о том, какой вред она несет. Я самый ядовитый компонент табака. Я вызываю резкое сужение кровяного сосуда, спазмы которого могут быть причиной паралича, астмы, туберкулез, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания. Информационные буклеты, социальные ролики, стихи и рисунки на злобу дня. Школьники настроены решительно. Ясмина Ведзижева против наркотиков. В свои 12 лет она знает о том, какой вред несет эта зараза. Наркоманов считает зависимыми людьми. Наркоман – это социальный труп. Он ко всему равнодушен, его ничего не интересует. Его смыслом жизни становится приобретение и употребление наркотиков. Статистика красноречива. Порядка 70% наркозависимых – молодежь до 30 лет. Средний возраст приобщения к наркотикам – 15-17 лет. Поэтому важно действовать заранее. Еще со школьной скамьи отбить желание даже попробовать наркотики. Не то что привыкать к ним. Электронные сигареты, особенно в старшем классе, да, это считается модно, круто, если будешь делать, тебя все будут уважать, тебя все будут считать крутым, то это все неправда. Почему я вам об этом говорю? Потому что вот люди уже, которые попали в реабилитационный центр, если бы у них была бы возможность, поверьте, они открутили бы свое время назад и вернулись бы именно в школьное время, и там начали бы менять свою жизнь. Прием наркопрепаратов, вне зависимости от их состава и происхождения, влечет за собой деградацию личности, нарушение работы всех внутренних органов и систем. Поэтому в этом деле так важны превентивные меры. Нужно соблюдать правила. Нельзя идти дальше к вредным привычкам, которые влияют пагубно на здоровье человека. Нужно соблюдать правила сразу же, чтобы не было поздно. Борьба с наркоманией идет уже больше 100 лет. Еще в 1909 году Шанхайская опиумная комиссия пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из Азии. На место опиума пришли тяжелые наркотики, а также креативные и синтетические. Появились не только новые виды, но и каналы распространения и пропаганды. Спустя век проблема стала только острее, и все чаще приходится бороться с последствиями этой заразы. Возрастная категория – это от 18 и до 50 лет. Вот, проходят они, в принципе, все по одинаковую программу лечения. Да, это 12-шаговая программа, это арт-терапия, индивидуальные занятия, вот, психологические занятия. Важно всеми доступными способами формировать в сознании молодежи нетерпимость к наркотикам, развивать культуру здорового образа жизни, полезного и созидательного труда. Проект Комитета по делам молодежи «Лайф по-трезвому» как раз и старается донести до юного поколения эту идеологию. Данный проект уже побывал в 10 учебных заведениях нашего региона. Это и школы, это и среднеспециальные учебные заведения. Были в Индусском государственном университете. Вот. Нужно отметить, что в отличие от акций, которые проводились ранее, на данных акциях школьники, студенты участвуют с большим энтузиазмом, задают вопросы. Такие профилактические встречи – лишь часть мер, которые направлены на противодействие наркомании. Они будут проводиться с молодежью регулярно, чтобы подрастающее поколение могло отличать истинные ценности от ложных. Тамара Хашагулькова, Хамзат Халухоев, Новости 24.